Оккупационные власти почти уничтожили малый и средний бизнес в Крыму. К такому выводу пришли эксперты из фонда Free Crimea. Они проанализировали официальную статистику оккупантов и сравнили ее с данными до аннексии полуострова. В Крыму Вадим Кадачигов давал финансовые консультации и организовывал концерты звезд. До оккупации я был миллионером. Оставаться в оккупированном Крыму Вадим не смог, не захотел менять гражданство и соглашаться с новыми правилами бизнеса. В том же самом Крыму. Сейчас возможно вести бизнес только в одном случае. Берешь путинскую попу, целуешь ее, я согласен. Такой бизнес-климат не подошел и для лояльных режиму предпринимателей. Эксперты фонда Free Crimea проанализировали статистику оккупантов, выяснили, в прошлом году малых и средних предприятий стало в 15 раз меньше, чем было до оккупации. Рабочих мест в малом бизнесе стало втрое меньше, налогов с него в 8 раз. Больше всего пострадали владельцы отелей и апартаментов. Крымская экономика, в частности малый бизнес, в значительной мере секторально зависел от сдач квартир, либо мини-гостиниц, которые на сегодняшний день фактически все закрыты. Российский турист, он очень бедный, он бюджетный, и они едут только по путевкам, которые оплачиваются им предприятиями или профсоюзами. По оценкам фонда, российская власть намеренно создает сложные условия для бизнеса в Крыму. Финансово независимые люди, угроза режиму. Пожалуйста, спасите! Крим і не передбачається розвиток бізнесу. Так, Крим і чітка зрозуміла тенденція створення військової бази, яка орієнтовно буде десь 100 тисяч, налічувати 100 тисяч військових, плюс обслуговуючий персонал. В перспективе, уверены в фонде, давление на предпринимателей усилится, продолжат сокращаться рабочие места. Роман Спиридонов, Ильдар Тарахташ, Ильдар Исматов, Заман, АТР.